Данное вирусное видео хорошо иллюстрирует сложившуюся ситуацию. Водители больших грузов вынуждены жить сутками в фурах прямо на трассе. По словам Усмана Раджапова, при таких обстоятельствах жители региона оказывают им неоценимую поддержку, притом безвозмездно. Я с Кыргызстаном. Я водитель-дальнобойщик. 8 дней, 10 километров я только прошел. Я очень спасибо чеченским народам, нам за водой, за питанием, все помогает, даже деньги не просят, все хорошо. Как будто в подтверждении сказанных слов, пока наша съемочная группа общалась с дальнобойщиками, подъехал обычный местный житель, который передал путникам воду и продукты. Давайте, ребят, скушайте, на здоровье. От комментариев человек отказался ввиду своей скромности, но оставить это без внимания было невозможно. На данный момент в Чеченской Республике образовалась многокилометровая пробка, состоящая из транзитных фур. В общей сложности 350 машин ждут своей очереди, чтобы пересечь границу. Все эти большегрузы направляются к контрольно-пропускному пункту Верхний Ларс. Он функционирует на военно-грузинской дороге в 40 километрах от столицы Северной Осетии. Пропускная способность составляет всего 170 грузовых транспортных средств в сутки в оба направления. А по факту на сегодняшний день эта цифра в разы больше – от 800 до 1000. Постоянно увеличивается данный поток. Это связано не только с неблагоприятными погодными условиями, а в этом году мы простояли более 40 суток из-за снега на перевале. Но это связано также и с увеличением транспортных средств, которые прибывают сюда, в том числе уже из западной границы. Это связано с транспортными средствами Республики Турция. В конце февраля мы загрузились в границе Кабардино-Балкарии. Везем зерно. Но у нас-то ладно, не портится товар. А вот у скоропортящих даже не пускают. У них товар портится. Причины разные. Пробки, как видите, большие. Все мучаются. Крестовый перевал является единственным сухопутным переходом из России в Грузию, и на нем действует реверсивный режим, когда едет только одна полоса, а встречная стоит у обочины и пропускает ее. Это также осложняет движение. В сложившейся ситуации водителям приходится искать альтернативные пути, а их практически нет. Есть через Азербайджан. Там у нас карманы. Там надо платить на дорогу сперва, еще 600 километров надо объехать там. Да, мы тоже слышали, что в Чечне с Грузией граница есть. Просим, что может открывать вот эту границу, нам лучше было, чтобы чем раз ехать, отсюда мы заехали бы. Это лучше было бы. Если откроют, мы просим. Если чеченские дороги открыли бы через Грузию, верхний раз мы не ездили бы. Вот эта дорога нам полезна, мы так не стояли бы. Мы уже 12 дней, 15 машин стоим. Такая ситуация наблюдается уже не первый год и в дальнейшем будет только усугубляться ввиду постоянно растущего потока машин. Задачу можно было бы решить за счет обходных дорог. Вопрос строительства дороги из Чеченской Республики в Грузию стоит давно и обсуждался неоднократно на различных уровнях. Реализация этого проекта позволила бы не только решить проблему с ежегодными пробками, но и с логистикой, соединив Россию со странами Закавказья и Персидского залива. Амина Тупилагова, Шейх Мансур Умалатов и Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика.